Это благодаря новой программе, да, медстрахования? Страхование, да, за счет этого больные не платят. Все-таки есть огромные плюсы, да, в новой программе Они медстрахования? месяц 2000 страховку, всего 2000, да, за них 6 миллионов. 6 миллионов тенге. 6,5 миллионов. Это кардиостимулятор? Кардиостимулятор это с функцией дефибрилляции. Когда сердце останавливается, он ее заставляет работать. Тут новейшее, да? Да. В Аягузе впервые сделали, даже в области не делают, не во всех местах. В Аягузе делают. Меня зовут Айманов Идрис Еркенович. Я доктор-арифмолог университетского госпиталя города Семей. Приехал в рамках оказания помощи вашим докторам для имплантации высокотехнологичных устройств, устраняющих нарушение ритма. Ритма сердца. Ритма сердца, да. То есть это в частности это кардиоресинхронизирующее устройство с функцией дефибриллятора CRTD и устройство кардиовертер-дефибриллятор. То и другое устройство применяется при лечении хронической сердечной недостаточности при различных нарушениях ритма. Было прооперировано 2 пациента, все в принципе прошло успешно. Пожалуйста, если нужно, я могу приезжать сюда или в семье я оперирую. Можете приезжать, пожалуйста, все сделаем. Идрис Еркенович, немножко вот говоря своими словами, вообще, насколько, это какой диагноз вообще? Если имеется у пациента хроническая сердечная недостаточность, то есть есть такое понятие насосная функция сердца. Она измеряется в процентном соотношении при помощи эхокардиографии. По данным эхокардиографии, минимальная насосная функция сердца, то есть фракция выброса, должна быть не менее 55%. У пациентов, которых мы оперировали сегодня, она ниже 30%. С чем это чревато? Это чревато, при всем при том, что у них чистые коронарные сосуды, это чревато грубыми нарушениями ритма, которые могут привести к остановке сердца и в конечном итоге к летальному исходу. С помощью этих устройств купируются эти нарушения ритма, плюс явление хронической сердечной недостаточности уменьшается. Можно сказать, что вы спасли сегодня жизнь пациенту и как бы продлили его жизнь? Можно, да? Ну, спасли громко сказано, но то, что мы продлили жизнь пациенту, плюс мы устройство ставится не только для того, чтобы продлить жизнь, а для того, чтобы улучшить качество жизни. Да. Можно жить и задыхаться, а можно поставить аппарат, и после этого человек будет жить полноценной жизнью. То есть можно будет заниматься спортом? Абсолютно все можно делать. Танцевать лезгинку той, да? Без проблем. Если умеет, ради бога. То есть бегать, прыгать, радоваться и... Да, то есть при уменьшении явлений хронической сердечной недостаточности, при адекватном лечении, опять же, при адекватном отношении пациента к своему здоровью, то в этом случае эти устройства только продлевают жизнь и улучшают качество жизни. Извините, конечно, вот для обычных людей скажите пару слов. Сердечная недостаточность. Основные страшные признаки это какие? Первый признак хронической сердечной недостаточности – это, естественно, это одышка. Человек не может выполнять обычную нагрузку, и он задыхается. Но здесь стоит дифференцировать от легочной одышки и от сердечной одышки. Это разные вещи. То есть это диагностирует доктор. Плюс отеки на ногах, плюс нарушение ритма, чувство дискомфорта в грудной клетке. Если человек это чувствует, нужно обратиться к доктору. Доктор определит, что у него. И тогда уже имеет смысл либо ставить аппарат, либо возможность стентировать. Очень много нюансов. Здесь, пожалуйста, у вас в Аягузе есть прекрасная ангиографическая лаборатория, которая заведует Тимур Кенжешевич. Он выполняет весь перечень коронарных вмешательств, то есть вмешательств на сердечные сосуды. При необходимости я могу приехать, помочь ему что-то именно в плане нарушения ритма. А сколько пациентов именно за этот приезд вам удалось прооперировать? 2 прооперировали. И вы уже уезжаете, да? Вы же Да, я сегодня уеду домой. уедете? Если будет необходимость, я могу еще приехать и прооперировать. Пока в рамках помощи мы оказали эту помощь и прооперировали. Спасибо вам Все, большое. если прошу успешно. Хорошо. А теперь расскажите о себе, о своих регалиях. Там всякие звания, наверняка они у вас есть? Ученых званий у меня нету. Я являюсь... Стаж работы? Работаю я 20 лет. Я врач-ординатор кардиохирургического
кардиологической службы, являюсь врачом-кардиологом, аритмологом, интервенционным кардиологом, кардиохирургом. Фамилия? Айманов Айманов. Идрис Еркенович. Спасибо вам большое.